Уважаемые участники форума, разрешите с большим уважением пригласить для выступления Его превосходительство президента Туркменистана, глубоко уважаемого Гурбангулы Меликгулевича Бердымухамедова. Oturun. Уважаемые главы и члены делегаций, дорогие гости, дамы и господа, сердечно приветствую вас в Туркменистане. Благодарю за то, что откликнулись на наше приглашение принять участие в работе первого Каспийского экономического форума. В этом зале собрались руководители правительств прикаспийских и других государств, посланцы из десятков стран, представляющие самые разные сферы деятельности. Политики, дипломаты, бизнесмены, экологи, ученые, журналисты. И все мы являемся единомышленниками, объединенными пониманиями значимости многопланового и системного диалога по вопросам развития Каспийского региона, то есть определения перспектив международного сотрудничества на Каспии. И новый смысл такого партнерства, то есть основанный на современных взглядах и критериях, призван заложить прочный фундамент для будущей, рассчитанной на десятилетия вперед совместной и созидательной работы. Сегодня я хочу выразить глубокую признательность всем прикаспийским странам за поддержку нашей инициативы о созыве первого Каспийского экономического форума, а также за и активное участие в его подготовке. Это предложение стало результатом глубокого анализа современных процессов глобального и регионального развития, места и роли в них Каспия как важнейшего геополитического и геоэкономического пространства. То есть сегодня здесь сосредоточены объективные интересы не только прибрежных, но и других государств, обусловлен тем, что Каспийский регион является крупным природным источником углеводородных ресурсов, транзитным узлом континентального масштаба и перспективной территории для расширения международной торговли. Наряду с этим Каспийское море – это и уникальный природный комплекс со своей неповторимой экосистемой, требующей проведения научных исследований именно в природоохранной сфере. И выдвигая идею Каспийского экономического форума, мы исходили из возможности учета всех этих факторов в комплексе создания условий для совместной работы посредством учреждения широкой, постоянно действующей платформы сотрудничества с участием государств, международных организаций, бизнес-структур и научных центров. Сегодня эта идея на пути к своему воплощению, и рождается новый, такой обещающий формат международного партнерского взаимодействия, основан на общих ценностях и объединенный общими целями и задачами.
Я поздравляю всех вас с этим первым, но очень важным и знаковым событием. Уважаемые участники, дорогие друзья, в ходе предстоящей работы мы обсудим, наверное, самые разные аспекты Каспийской повестки. То есть само название, форма, экономический, конечно, подразумевает он особый упор именно на вопросы экономики, торговли, инвестиций, инноваций и технологий. И уверен, нам будет что сказать друг другу, то есть и обменяться мнениями и оценками, но все же, прежде чем перейти к ним, я бы хотел бы отметить главное, что без чего не сможет состояться, наверное, ни один проект, ни одно самое хорошее и благое начинание. Это, конечно, мир, безопасность, дружба и взаимопонимание между прибрежными странами и населяющими их народами. И вот в этом контексте хочу напомнить, что в целях обеспечения мирного и стабильного развития нашего региона, то есть создания на Каспии новых политико-правовых основ, многостороннего взаимодействия в апреле 2002 года по инициативе Туркменистана в Ашхабаде состоялся первый саммит глав прикаспийских стран. Именно тогда был и заложен прочный фундамент для системного и многоуровневого и регулярного переговорного процесса на Каспии. В дальнейшем наши государства, их руководство, проявляя здесь и исключительную дальновидность, и политическую волю, стремление к пониманию и учету интересов друг друга, добились заметных результатов. То есть нами пройден действительно очень большой путь, достигнуты важнейшие договоренности, как политика дипломатической сфере, сформированная широкая, содержательная правовая база сотрудничества. Итогом этой работы стало как раз-таки подписание в прошлом году в Октаву президентами 5 государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. То есть документа, открывающего огромный перспективы для партнерства. За эти годы подписан также солидный пакет 50-сторонних соглашений по конкретным направлениям деятельности на Каспии. Поэтому сегодня мы должны сосредоточиться на решении актуальных практических задач общего каспийского развития. И среди них важнее, на наш взгляд, является придание мощных созидательных импульсов сотрудничеству в энергетической сфере, то есть лежащей в недрах Каспийского моря и прилегающих к нему территории, это крупные запасы углеводородного сырья, и при их эффективном использовании в состоянии дать, наверное, сильный энергетический импульс для динамичного и качественного роста национальных экономик как самих прибрежных стран, так и соседних с ними государств. То есть обеспечить условия для создания новых производств, строительства промышленных объектов. Энергия Каспия должна стать основой динамичного развития экономики региона. И в свою очередь с этим связано и наступление благоприятных социальных последствий, то есть создание новых рабочих мест, повышение качества и уровня жизни людей, строительство социальной, конечно, инфраструктуры, как школ, детских садов и больниц.
Индустриальный рост во многом, конечно, связан с увеличением добычи углеводородов. Он способен и принципиально поменять, наверное, весь экономический ландшафт в этой точке земного шара, интегрировать Прикаспие в глобальное экономическое пространство как равноправного и эффективного партнера. Вот Каспий расположен на перекрестке континентальных путей и территории прикаспийских стран, находящихся не только, наверное, друг от друга, имеет и прямой выход в Южной Азии, Азиатско-Тихоокеанский регион, это на востоке, Черное и Средиземное море на западе, через Иран на Ближний и Средний Восток на юге и через Россию и далее уже в северном направлении к побережью Балтийского моря. Вот такая конфигурация открывает и перспективу создания устойчивых маршрутов по всем основным четырем этим географическим азимутам. Но для их нормального функционирования каспийские государства должны прежде всего наладить и хорошую систему транспортного сообщения между собой. То есть построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику и следует активно работать над планами взаимодействия в транспортной сфере и с четко прописанными алгоритмом действий и реалистичными сроками. И здесь я хотел бы вернуться к идее создания Каспийского регионального логистического центра, именно призванного стать структурой, координирующей нашу совместную деятельность в области формирования эффективного использования новых транзитно-транспортных коридоров, соединяющих как Азию с Европой. Уважаемые участники форума, Каспийская экономическая стратегия Туркменистана, то есть она основана на реализации крупномасштабных и долгосрочных проектов в таких направлениях, как энергетика, индустрия, транспорт, торговля. И сегодня мы активно разрабатываем залежи углеводородных ресурсов на шельфе Каспийского моря, так и при Каспийской зоне Туркменистана. Одновременно и в тесном партнерстве с иностранными компаниями на туркменском берегу Каспия строятся заводы по переработке углеводородного сырья и производству из него такой продукции, как минеральные удобрения, полимеры, жиженный газ и различные виды нефтепродуктов. На основе национальных программ социально-экономического развития Туркменистана мы ведем эту работу на территории всей страны и создавая прочные основы индустриального общества. И вместе с тем Туркменистан идет и по пути формирования как современной и разветвленной транспортно-коммуникационной сети. И вот в связи только вот за последние годы в стране построены тысячи километров как автомобильных и железных дорог, являющихся важными звеньями региональных и международных транспортных коридоров. Вот в прошлом году введен в эксплуатацию новый международный морской порт Туркменбаши с пропускной способностью 25-27 миллионов тонн грузов в год. И при этом за короткое время создан национальный морской торговый флот, в составе которого уже современны как танкеры, сухогрузы и паромы. Я привожу эти примеры, чтобы подчеркнуть именно
реалистичность планов по выходу прикаспийских государств на обширные международные рынки и магистральные транспортные пути. То есть, повторю, у наших стран есть для этого все возможности и очевидные конкурентные преимущества. В данном контексте особую значимость приобретает налаживание эффективных торговых связей Каспийского региона с внешним рынком. И уверен, нам есть, наверное, что предложить сегодня миру. Эти связи должны быть устойчивыми, свободными от политизации и недобросовестной конкуренции. И работать на понятных и, самое главное, на прозрачных принципах. Здесь, полагаю, нам нужно активно взаимодействовать с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций, экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, Всемирной торговой организацией и другими специализированными международными структурами и выступать на их площадках с общих согласованных позиций. Также я вижу смысл в изучении позитивного опыта работы целого ряда региональных и международных объединений, как это Организация экономического сотрудничества, этой Шанхайской организации сотрудничества и Содружества независимых государств. Каспий, с древних времен он находился в центре торговых маршрутов и был важнейшим звеном Великого Шелкового пути. Убежден, что, возрождая и настоящий этот путь, мы должны с уважением относиться к истории его формирования и развития как важного фактора развития именно торгово-экономических и культурно-цивилизационных связей между народами как Азии и Европы. И с другой стороны, делать это надо на новых современных началах, учитывая интересы всех участников данного процесса и основываясь на принципах взаимного уважения и равноправного партнерства. Уважаемые участники, решающим условием успешности экономического развития Каспийского региона и его интеграции именно в мирохозяйственной связи, как конкурентоспособного и перспективного участника, конечно, это является опорой как на науку и интеллект. Стремительный технологический рывок наблюдать сегодня по сути и менять весь привычный облик геоэкономики, качество и уровень управленческих решений и само содержание глобальных экономических процессов. То есть встроиться в эти тенденции и, более того, влиять на них здесь, в нашем регионе, эта задача, полагаю, должна рассматриваться как один из приоритетов развития Прикаспия. То есть необходимо уделять самое пристальное внимание созданию здесь системной технологической составляющей, выделив для этого необходимые средства, мобилизовав интеллектуальный и организационный потенциал. То есть мы должны последовательно наполнять наше сотрудничество инновационными смыслом, с тем, что именно они стали определять векторы будущего развития региона, его экономики и социальной сферы. И в качестве первого шага считаем целесообразным сформировать реальную базовую площадку для технологического и инновационного старта. И в этих целях предлагаем создать Международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать как инновационный город Каспия. Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей, ученые, специалисты, представители фундаментальной и
прикладной науки из прикаспийских и других государств могут вместе работать над созданием нового технологического уклада для Каспия, то есть вырабатывать модели инновационного сотрудничества, передовые решения по широкому спектру каспийской проблематики, энергетической, индустриальной, логистической, инфраструктурной и экологической. Вот вся наша деятельность на Каспии должна быть строго обоснована научным исследованием, то есть сопровождаться именно технологическими разработками. И, полагаю, также необходимым создание при инновационном городе Каспия и кластера цифровая экономика. Это важно, наверное, как задел на будущее, обеспечивающий и цифровизацию деятельности основных сфер экономики прикаспийских государств. Особая роль отводится и науке в деле сохранения экологического баланса Каспия, то есть уникального его биоразнообразия моря. И с прикладной точки зрения это означает, что все экономические проекты в Каспийском бассейне должны осуществляться на основе высоких международных, именно экологических стандартов. И в этой связи мы выступаем за создание новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер, нацеленных на сохранение и рациональное использование богатых природных ресурсов Каспийского моря. И одновременно эта программа могла бы осуществить функцию мониторинга экологической обстановки на Каспии, формировать свои соответствующие рекомендации правительствам прибрежных стран. Туркменистан готов к предметному рассмотрению этого вопроса со всеми заинтересованными партнерами, и при этом надеемся на всестороннюю, конечно, поддержку Организации Объединенных Наций и в первую очередь ее специализированных учреждений именно экологической направленности. Мы твердо убеждены, что экология не может быть заложницей как экономических и коммерческих выгод. Это принципиально ответственная позиция, которую наша страна последовательно отстаивает и с трибун самых авторитетных международных организаций, которой неукоснительно следует при формировании собственных национальных планов развития. И в связи с этим считаю уместным налаживание эффективных каналов зеленой дипломатии для Каспия, то есть привлечение к этой деятельности государств, международных агентств, экологических центров и средств массовой информации. Нашей общей целью здесь я как раз-таки вижу создание в обозримой перспективе, то есть хорошо структурированного и гибкого механизма глобального экологического партнерства ради сохранения этого уникального водоема для человечества. То есть вопрос предлагаю как раз-таки подумать и над этой хорошей идеей. Уважаемые участники форума, говоря о будущем Каспийского моря, Туркменистан и рассматривать его в контексте будущее всей планеты и, конечно, соотносит свою работу с деятельностью Организации Объединенных Наций по выполнению целей устойчивого развития. Мы видим Каспий и в географическом, и социально-экономическом смысле как одно из направлений стратегии ООН до 2030 года. Устойчивость экономики, энергетическая безопасность, экологический баланс являются несущими опорами общего нашего каспийского дела. Я уверен, что наше государство, как ответственные и уважаемые члены ООН,
должны подходить к реализации планов собственного развития в соответствии с магистральными направлениями деятельности организации Объединенных Наций, быть ее надежными партнерами, и поэтому предлагаю также инициировать в ООН широкий многосторонний диалог по комплексу развития Каспийского региона, в том числе и основываясь на мнениях и оценках, которые прозвучат как раз-таки в ходе работы нынешнего форума. Уважаемые участники, дорогие друзья, первый Каспийский экономический форум, лишь это начало, наверное, большого пути. Мы рассчитываем, что такой формат станет действенным механизмом налаживания стратегического диалога и партнерского взаимодействия на Каспии. И, конечно, искренне верим в это. Каспийское море – уникальное море на Земле. Здесь, на его берегах, веками уже складывается особый такой самобытный тип отношений между народами. Всегда строились мосты и цивилизационного общения между как Востоком и Западом. Конечно, в истории были и разные, порой сложные периоды, из которых необходимо извлекать и, наверное, правильные уроки. Но сегодня Каспий открывает перед нами свои новые горизонты. Мы часто говорим, что Каспий должен быть морем мира, дружбы и согласия. И поверьте, смысл этих слов не утрачивается со временем. Они будут, наверное, актуальны всегда. Мы хотим видеть Каспийское море пространством сотрудничества, развития и процветания, свободным от конфликтов и конфронтаций, и местом объединения энергии государств, международных организаций, бизнеса, научного и технологического потенциала. Именно так мы определяем стратегическую перспективу, называя это моделью будущего для Каспия. Сегодня эта модель обретает и отчетливые формы. Надо сделать все, чтобы она была и жизнеспособна, и приносила, конечно, пользу людям. То есть служила на благо как нынешних и грядущих поколений, вносила свой вклад в достижение всеобщего мира и прогресса. Уважаемые участники форума, дорогие друзья, гости, дамы и господа, я еще раз поздравляю всех участников с открытием первого Каспийского экономического форума. Желаю вам, самое главное, крепкого здоровья, благополучия и, конечно, успехов в предстоящей работе. Благодарю за внимание.